Prepričanje, da bodo nedeljske volitve zgolj formalnost in da spremembe niso mogoče, naj bi po nekaterih napovedih poskrbelo, da bo udeležba na voliščih rekordno nizka. Zaradi tega se je danes oglasil tudi glavni favorit in aktualni predsednik Vladimir Putin, ki je volivcem potrkal na vest. Мы в России всегда сами решали свою судьбу. Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России. Putin se bo na volitvah pomeril s 7 protikandidati, ki pa večjih možnosti za uspeh nimajo. Vseeno so v opoziciji volitve in volilno kampanjo izkoristili za svojo promocijo. Мы не во всем имеем одинаковые взгляды, но мы решили показать пример к объединению, к тому, что сейчас самое главное не то, что правые вы или левые, самое главное – это подарить будущее нашей стране, это выступать за обновление. Rusi od predsednika pričakujejo predvsem krepitev gospodarstva in višanje življenjskega standarda. Putin vse to obljublja, hkrati pa nagovarja tudi mlade, ki so najbolj dovzetni za spremembe in si jih tudi najbolj želijo. Вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться. Гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да? A Putin vseh mladih ni prepričal. Še več, tokratne volitve so po mnenju najglasnejših kritikov aktualnega predsednika farsa. А весь этот фарс под названием «Выборы» — это просто, грубо говоря, из подставных лиц политических мертвецов и якобы оппозиционного блога в виде Собчак. Это просто смешно. Когда мне говорят, что Собчак — это оппозиция, это издевательство. Потому что Собчак и оппозиция — это просто разные вещи. Vladimir Putin je sicer na zadnjih volitvah zmagal že v prvem krogu. Analitiki tudi tokrat napovedujejo, da bo odločitev o predsedniku padla že v prvem krogu.